вас выступит движение Бердвино, Киргизстан, движение правозащитное, а после этого выступит Лига в защиту трудовых прав граждан. Пожалуйста, Бердвино, Киргизстан. Благодарю вас, уважаемая госпожа модератор. Добрый день. Я представляю движение правозащитное Бердино. Мы находимся в Киргизстане. Это государство в Центральной Азии, которое, несмотря на лозунги двух прошедших революций 2005 и 2010 года, и несмотря на трагедию, на этническую войну 2010 года, обещает обеспечить равный доступ к политике и ресурсам, реформировать правоохранительную и судейскую систему, в особенности КГБ, ГКНБ и по индексу человеческого развития 2015 года 190 место мы занимаем, и мы включены в список стран со средним уровнем человеческого развития. Что это означает? Это означает, что очень высока материнская и детская смертность, плохое образование и нет доступа к фундаментальным ресурсам, таким как чистая вода или нормальное питание, чем обладают большинство людей в нашем регионе, чего лишены большинство регионов нашей страны. И несколько слов, касающихся внутренней и внешней миграции, в особенности применительно к женщинам. По данным опроса 2013 года, 5% женщин подвергались сексуальным домогательствам за последние 5 лет, и очень часто только треть сообщала об этих событиях. Каждая шестая женщина была похищена для насильственной выдачи замуж. 24% из похищенных говорили, что они изначально не давали свое согласие на такое вынужденное замужество, а 25% были вынуждены согласиться на брак, предварительно такого согласия не давали. И очень небольшое количество этих женщин подавало заявление в правоохранительные органы. Это наша внутренняя ситуация. Теперь я хотела бы начать с некоторых рекомендаций российским и киргизским органам власти, потому что по подсчетам наших органов где-то 50 тысяч граждан Киргизстана уезжает из страны на заработки за рубеж каждый год. По статистике 2015 года неофициально где-то 1 миллион граждан оседает в Российской Федерации и где-то 80 тысяч в Казахстане. Таким образом, это абсолютно ужасная среда, и мы хотим дать некоторые рекомендации российским и казахским органам власти. Во-первых, ратифицировать международные конвенции по защите прав мигрантов и членов их семей, стремиться участвовать в интеграционных процессах по рабочим мигрантам, ратифицировать протоколы к международным пактам по экономическим и социальным правам. Казахстан подписал этот протокол в 2010 году, но до настоящего момента еще не ратифицировал. Ратификация конвенции МОД номер 97 49 года относительно миграции и трудоустройства мигрантов, номер 143 конвенции и 75 относительно рабочих мигрантов. И данные от 2012 года также по защите прав мигрантов. Также те, кто нанимает рабочих мигрантов без контракта и кто не уважает условия найма по контракту, должны заслужить необходимого преследования и наказания. На самом деле ситуация действительно весьма трагична для мигрантов из Центральной Азии, потому что в один день в России недавно 18 женщин, включая молодых девушек, были сожжены, они сгорели в типографии в Москве. Случилось это 27 августа. И на настоящий момент наш докладчик по безопасности заявил о том, что они не апеллировали применительно к этой трагедии. Каждый год официальная статистика сообщает нам сходные факты. И 2 дня назад мы узнали, что в течение 7 месяцев груз 200, как и на войне, отправляет 170 мигрантов из Киргизстана. Они были убиты, они погибли. Ситуация в России действительно ужасна, и это очень странно. И мы призываем ОБСЕ обратить внимание на вопросы внешних мигрантов в России и в Казахстане, потому что в Евразийском
с момента вхождения в Евразийский союз они стали жертвами с обеих сторон.